я вещи были, там дроны, коробки всякие, эти поберкушки. Я сжег. Потом заправка, наверное. Ну, там много бочки стояли. В одном огороде. Я зашел, дом стоял. Я зашел, там бочки стоят. Я трогаю, а у них полный. Открываю, некоторым бензин, там керосин, да. Ой. Ну, там я обратно пошел на склад боеприпасов, там пластид взял. И нас, когда мы были, нас учили, как изготовить динамит, взрывчатку, да. На все это, слава богу, нас учили наши инструктора. Я взял небольшую там 500-700 миллиграмм, да. Взял пластид, размотал и сразу в одну бочку залепил. Там 5 минут сгореть, типа. Сделал. Поставил, да? Ага. Сгореть. Это такая вот шланга. Жжешь, горит. 5 минут я решил. 1 сантиметр 2 секунды горит. Я решил, типа, на 5 минут ставил, сжег, бежал, взорвался. Это заправки их нет. А там я боялся, типа, узнать, что я живой, да? Они сразу через рацию, что забыло, что это было, типа, командование говорит, да, прямое попадание, типа. Да, 120-ка, гаубицы с прямое попадание. Ну, якобы российская артиллерия, да? Типа они так решили. Но на самом деле я это сделал, да? Прямое попадание, так что кипиш не так уж поднялся. Потом я склад сжег. Ну вот это уже они узнали. Этот якут или тубинец, он дюльга делает, типа. Ну, 18 числа, 4:30 контратаку меня приготовили. Ну, типа, идите, закончите с этим человеком, типа, да, который с якутским ножом. Это уже 3-я бригада, да, за тобой идет? Да, 3-я контратака. Нет, 4-я контратака. 4-я контратака. Вот, он там они знают, что я где нахожусь, там готовились убить меня, да, типа. Но я сразу побежал этому складу, оружейному складу. Там сразу приготовился. Долго не решался, типа. Там боялся все равно. И голодный, усталый.